9. Именно столько лет назад, 8 августа, в Южную Осетию снова пришел враг. Он пробрался в страну тихо, под покровом ночи, и стал убивать всех, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Цхинвал накрыл шквал минометных и артиллерийских залпов. Ночь разрезали крики заживо горящих людей. А в это самое время весь мир праздновал открытие очередных летних Олимпийских игр в Китае. Никто и не догадывался, на какую подлость пошла Грузия, чтобы именно в этот день еще раз попытаться завоевать осетин. Операцию по уничтожению Южной Осетии грузины назвали «Чистое поле». Именно в перепаханное поле они и пытались за ночь превратить столицу республики вместе со всем живым, от мала до велика. 400 стволов установок залпового огня «Град», дальность поражения которого свыше 30 километров, за 15 минут до полуночи устроили в Цхинвале конец света. Артиллерийский налет ненадолго прекратился лишь наступлением утра. Единственная СМИ, которая в тот момент находилась в Южной Осетии, американская, поспешила сообщить миру: глубокой ночью Россия напала на Грузию. И ни единого словечка о том, что на головы спящих осетин грузинская армия бросила тысячи снарядов, а Цхинвал пыталась спалить дотла. Удары по столице Южной Осетии грузинская армия продолжала наносить из земли и с воздуха. Город практически был полностью разрушен. К утру 8 августа грузинам удалось захватить 8 сел. Все свои военные силы Грузия бросила на захват столицы. Штурм Цхинвала продолжался около 15 часов. Причем ожесточенные бои не прекращались ни на минуту. Город горел. Осетины мужественно сражались, не давая врагу пройти вглубь страны. Спустя время стало понятно: своих сил не хватит. Мощный враг, вооруженный до зубов самым различным оружием, идет напролом, не щадя никого. Южная Осетия очень нуждалась в помощи и поддержке. И она пришла. В зону военных действий были введены подразделения 58-й российской армии и воздушно-десантных войск. Им сразу же удалось разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. А в это самое время в Абхазии бронетанковые и артиллерийские подразделения вооруженных сил двинулись к границе с Грузией по реке Ингур. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали мировое сообщество и наших друзей, что это может быть. И Саакашвили сделал это. Он показал свое лицо, лицо агрессора, человек, которого должен судить международный трибунал. Мы сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Вот. Сейчас ведем диалоги с миротворцами, стараемся сделать так, чтобы и миротворцы выполнили свою миссию, поскольку мы никогда не нарушали взятых на себя обязательств. И тем не менее, в зависимости от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим. Чтобы пресечь любую попытку развязать войну и в Абхазии, была объявлена боевая готовность номер 1. И подразделения абхазской армии были стянуты не только на границу с Грузией, но и к Кадорскому ущелью. Враг продержался в Южной Осетии недолго. Трусливо поджав хвосты, грузинские вояки спешно покинули Южную Осетию, оставив за собой слезы, горе и разруху. Август 8-го стал переломным для всего Кавказа и для геополитического расклада вокруг него. Интерес к региону не пропал, а наоборот, возрос. Но именно война в Южной Осетии приблизила нас всех к заветному дню, уверенно говорят сегодня ученые. К 2008 году позиция России на Кавказе менялась. Мы знаем, когда задействованы в нашем уголке, на северо-западном Кавказе, интересы супердержав. И когда мы говорим о том, что тут позиции России укрепляются, естественно, это приводит к тому, что позиции другой супердержавы, которые противодействуют России, должны, наоборот, уменьшаться. И это не может происходить безболезненно с точки зрения политики и геополитики. И мы оказались в эпицентре этих геополитических противоречий, фактически на геополитическом изломе. Событие, о котором мы говорим, 8 августа 08, которое в истории осталось, да, это как бы стал детонатором, которое в конце концов завертело геополитическую атмосферу до такой степени, что в конце концов за короткий срок Россия пришла от
декларативных заявлений о признании территориальной целостности Грузии до признания государственной независимости. Прошло 9 лет. За эти годы какие только маститые дипломаты и политики не брались за разрешение наших отношений с Грузией. На всевозможных уровнях не раз говорили о необходимости Грузии подписать мирный договор с Абхазией и Южной Осетией. Но именно этот документ грузинское руководство упорно отказывается подписывать уже на протяжении многих лет, делая вид, что всерьез обсуждает его. По итогам конфликта 2008 года на базе так называемых договоренностей Медведева-Саркози был создан Женевский международный формат, который призван решить вопросы урегулирования грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Этот формат уже действует на протяжении 9 лет, он возник сразу же после окончания конфликта. Но, к сожалению, серьезных результатов пока нами не достигнуто. Основная задача абхазской дипломатии на этом международном форуме заключается в том, чтобы подписать мирный договор, обязывающий договор между Абхазией и Грузией и, соответственно, между Южной Осетией и Грузией. Мирный договор, который бы давал международные гарантии относительно того, что Грузия в дальнейшем не применит силу, вооруженную силу в отношении наших республик. Грузия всячески отказывается идти на подписание этого договора, хотя текст этого договора достаточно часто меняется, вносятся какие-то поправки, в том числе со стороны грузинских коллег. Но, тем не менее, мы не можем прийти к какому-то общему результату. Запад до сих пор не определился с тем, кто прав, кто виноват в очередной войне, развязанной Грузией против мирного населения Южной Осетии. Нет ответа на вопрос, почему погибли тысячи людей, и не только в августе 2008-го. Мы сталкиваемся с тем, что позиция Грузии зачастую разделяется странами Запада. Да? Прежде всего речь идет о Соединенных Штатах, об Европейском Союзе. Фактически вся политическая среда западных стран полностью поддерживает ту политику, которую проводит Грузия. Несмотря на то, что эта политика носит такой агрессивный характер в отношении Абхазии и Южной Осетии. Мы прекрасно понимаем, что все информационные, в том числе ресурсы, задействованы на то, чтобы потакать этой политике. В том числе и на женевских дискуссиях Грузия пытается подменить формат этих дискуссий, представляя конфликт как конфликт между Россией и Грузией. Грузинские власти и представители делегации грузинской заявляют о том, что не существует конфликтов, якобы не существует конфликтов между Грузией и Абхазией, и, соответственно, Грузией и Южной Осетией, и что конфликт носит российско-грузинский такой характер, и когда его удастся урегулировать, то все вопросы между Грузией, Осетией и Абхазией будут исключены. Естественно, мы понимаем, что это неправда, что это далеко не так, но, к сожалению, грузинская информационная машина, поддерживаемая Западом, она внедряет в массовое сознание, прежде всего западного сообщества, западной политической среды, вот эту мысль, эту идею, и, к сожалению, она имеет такую популярность на Западе. Каждый раз, размышляя на тему войн и мировых конфликтов, приходит на ум история с Косово. В итоге, с точки зрения дипломатии, удачно завершившаяся. Практически одни и те же западные политики и государственные деятели говорят о приоритете суверенитета и территориальной целостности именно в случае с Грузией. И праве наций на самоопределение лишь в случае с Косово. Абхазию и Южную Осетию они не берут в расчет. Мнение наших народов им не интересно. Взаимоисключающие принципы великих держав – свидетельство двойных стандартов демократического мира, с которыми нам еще придется сталкиваться на международной арене. Нис Фарш, Бабислан Джинджоли, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.